Привет, Сос. Здравствуй. Как дела? Все нормально. Коронная фраза. Ты личность публичная, все тебя знают, у тебя немало подписчиков. И такой вопрос, как часто на твои истории люди отписываются и хотят узнать, что ты употребляешь? Довольно часто спрашивают именно вообще, в порядке ли все со мной, нормально ли все. А так, иногда спрашивают, и я говорю, что я принимаю вещество, которое называется ночью независимость от общественного мнения. Нормально. Нет, от чужого мнения, вот, нормально. А ты всегда жил по этому принципу? Нет, не всегда. А что тебе помогло? Как-то живешь с людьми, растешь, общаешься, преодолеваешь какие-то преграды, преодолеваешь какие-то конфликты, драмы жизненные. И в конечном итоге просто приходишь к такому выводу, что как бы ты себя ни вел в этой жизни, хорошо или плохо, никто тебя до конца так и не поймет. Поэтому стоит ли вообще об этом беспокоиться? Я в одном из интервью видела, что ты рассказываешь о том, как ты стал заниматься музыкой. То есть ты с мамой шел мимо музыкалки и сказал: «Мам, хочу». Хочу. То есть ты случайно забрел? Не прям случайно. У меня сестры ходили в эту музыкальную школу, но я никогда не знал, как она выглядит, что в ней происходит и так далее. А потом просто я сказал: мам, что это? Она говорит: это музыкальная школа. Я вижу там еще фортепиано. Это школа искусств была. И фортепиано, что-то там еще кто-то рисует, мольберты стоят. И я говорю: хочу, да. Так оно и случилось. То есть это было относительно случайно. Но все-таки, если бы, возможно, мои сестры не ходили туда, старшие, я бы не проявил такого желания. А ты ходил-то здесь, во Владикавказе, или у себя в селе? В Чекале, да. Угу. Расскажи про свое детство. Каково вообще жить в Чекале? Расти в Чекале довольно-таки... Нормально. Нормально. Конечно, со сверстниками мне сложно бывало, потому что в те годы, это было конец 90-х, все это... Плотная романтика, особенно в селах, это прям более явно было всегда. И ты ходишь на фортепиано, твои одноклассники смотрят на это и говорят: что с тобой не так, ты какой-то на нас не похожий. Но в любом случае, мое желание заниматься музыкой в тот момент меня пересиливало, чтобы я отказывался от этой идеи. Поэтому, да, были сложности, но в целом мое детство сделало меня тем, кто я есть. Моя жизнь мне сейчас, в принципе, моментами нравится. Расскажи о своей семье. С кем ты вырос? У меня 2 старшие сестры, мать и отец. Они, правда, разошлись, когда мне было где-то 12 лет. Я остался с мамой, все дети остались с мамой. Что у нас отец танцор. У нас по папиной линии вообще, я так понял, это оттуда к нам пришло, передалось. Там бабушка на гармошке играет, все танцуют, все поют. Мы, как знаешь, индийский фильм были в детстве. Бабушка сидит, играет, все ее внуки и дети вокруг, все пляшут, все счастливые. Мама бухгалтер. Но она тоже любит танцевать. Она, когда на море бывает, постоянно мне скидывает видосы, где она со своими подругами снимает, как она там отжигает. Старшая сестра у меня выучилась в художественной школе, потом поступила на модельера, дизайнера, а средняя она дирижер-хормейстер. Да, мы все с вымышленными профессиями, у нас только мать бухгалтер, остальные мы все живем в мире иллюзий, фантазий. У тебя был в жизни какой-то момент, когда ты сам говорил, что ты любил музыку, хотел заниматься, но был какой-то такой переломный момент, когда ты понял, что ты без этого не сможешь? Я тебе даже больше скажу, бывали моменты, когда я думал, что, возможно, музыка вообще не мое, и даже завязывал с этим на какой-то период. Вообще изначально пошел сразу в художественную школу, в этой же школе, в класс художеств и живописи, и на фортепиано. В какой-то момент, я не знаю почему, я стал лениться, и в художку я не хотел ходить, и на фортепиано я не хотел ходить. В итоге, из-за того, что я пропускал одно, и моя училка меня отругает, я не ходил на другое, потому что школа-то маленькая, что там 2 этажа, 8 кабинетов. И
однажды я пропустил на аж 1,5 месяца и уже хотел было забить. Потом у меня такой серьезный разговор с отцом случился. Он говорит, наверное, говорит, вероятнее всего, тебе надо, говорит, что-то одно выбрать из этих двух. В художественной школе у меня была такая ситуация, что у меня каждый год группа обновлялась. То есть я оставался, все расходились, собиралась новая. И я 3 года подряд прошел одну и ту же программу. И я уже просто, мне и то одинаково сильно нравилось. Просто я сделал этот выбор, исходя из того, что в музыке я уже что-то умел, а в художественной школе я остался на одном и том же уровне. И все, и дальше попер по музыке. Бывали моменты, когда, знаете, когда я написал первую песню, вот тогда я понял, что все, я больше не хочу ничем другим заниматься. Это было мне лет 11, наверное. Нет, 12 лет. А у тебя были, может быть, в жизни какие-то люди, которые, вот, знаешь, как наставники? Моя учительница по фортепиано, я ей очень благодарен. Зараса Тотразовна Маликиева, чудесная девушка. Она мне привела любовь к джазу. Если у всех у нас в школе были там, по стандарту этюд, там, не знаю, что там бывает, еще там трехчастное произведение, сонаты или еще что-то сдавали. У меня всегда там все то же самое, а вот пьеса у меня всегда была джазовая. И я не знаю, мне прям вот легко давался. Джаз — это такая вещь, что если во всей музыке счет идет ровно, раз, два, три, четыре, да, ну, в музыкальной школе, или там раз, два, три, то в джазе акцент идет не на первую долю, а на вторую. А это сложно, типа раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И это сложно усечь. Но если ты это усечешь, то тебя начинает это качать прям. И это очень повлияло в принципе, на мое дальнейшее творчество. И по сей день влияет. Потому что я по сей день очень люблю послушать такую музыку, что-то оттуда черпаю. Даже в то, что я сейчас пишу, вот в Алалая песни, вот эти тюгорские, там довольно часто бывают такие джазовые гармонии, какие-то ходы специфические. А вот ты сейчас про Дегорский как раз заговорил песни. Ты когда свою первую песню на Дегорском спел, она зашла? Я первую песню, когда именно записал и выпустил, но она не произвела какого-то прям фурора и резонанса, но при всем при этом некоторые люди это услышали, и мнения разделились. Разделились, потому что кто-то сказал, это что-то новое, это вот прям новый глоток чего-то свежего, а кто-то сказал, что я порочу что-то, беру нечто исконное и опошляю это, упрощаю до ужаса и всякое тому подобное. Вообще изначально это как началось? Есть у меня друг Заур Барсиев. Вообще я увидел у него в ВКонтакте на странице, на стене висело видео, где он поет песню «Ишкут Халав». Это играет на гитаре, это все с такими соуловыми переливами, это все такая мелодия прикольная. И я думаю, оказывается, на родном тоже можно что-то интересное делать. А потом мы с ним как-то познакомились, там же в сети начали общаться, и он мне порекомендовал, говорит, попробуй, говорит, мне, говорит, просто самому интересно, как будет звучать что-то современное на Дегорском. Я говорю, хорошо, нет, говорю, да у меня не получится. И потом пошел, сел, и, короче, за полчаса написал первую песню, она прям вот родилась за считанные секунды. Скидываю видео, там ему понравилось, и потом я загорелся этой идеей. Мне просто стало интересно, за какое время можно из этого что-то сделать в Осетии. И я выпустил песню, и дальше вот мнения поделились ровно 50 на 50. Сейчас уже, кстати, всегда людям что-то новое дается сложно, потому что это что-то новое, надо тут, мозг же идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому я их не осуждаю и не виню, то есть я это абсолютно адекватно воспринимаю, не имеют права хоть вообще считать меня последним уродом на этом свете, оскорбляющим что угодно. Но сейчас все больше и больше людей, которым нравится, особенно молодежь. И я считаю, что с молодежью надо разговаривать на их языке. Потому что если девочке там, или мальчику не лень выучить лока-лока, как я тогда говорил, выучить что-то на английском и петь это, притом не понимая абсолютно текст и так далее, и валить все на то, что он нас здесь русифицирует или еще что-то. Да нет, человеку, если надо, это происходит. Если человеку что-то не нужно, это никогда не произойдет.
А молодежь учит, блин, в Южной Осетии девочка выучила мою песню на Дегорском, и потому что она ей понравилась. Девочке 17 лет, мне школьницы, школьники иногда пишут, типа, спасибо, такая классная песня, я ее слушаю, типа, вот в своем плейлисте. Просто постоянно вталдычивать, куда-то в архаику тянуть молодежь, особенно юные умы, которые смотрят на более развитый мир, на более развитую музыкальную индустрию, по крайней мере, на той же, простите меня, Украине. Сейчас такие музыканты бешеные. Но они, конечно, смотрят туда, им хочется... Человек всегда выбирает лучшее, а когда человек юн, у него нет вот этой патриотической волны, не у всех. И у него нет вот это мое родное, и значит я должен слушать это. Они пока прекрасно понимают, что никому ничего не должны, и поэтому они выбирают то, что им больше всего нравится. То есть что-то качественнее, что-то лучше, что-то, что им на их языке понятнее. Поэтому я считаю, что нужно делать такую музыку. Просто потому что вот не впихивать людям, вы забываете свой родной язык, вы все уроды. Нет, а просто потому что дайте людям что-то, что они будут желать учить на родном языке, а не просто навязывать. Мир движется, язык тоже должен двигаться. У тебя не было такого, у нас просто сейчас модно быть антипатриотом, типа высмеивают свою же республику, язык и все прочее. Даже не слышав об этом, могу сделать вывод, понимаю, почему это происходит. И можно сказать, я в свои 20 лет был тоже точно таким же антипатриотом. Мир идет вперед, а мир сейчас очень на короткой ноге. У нас есть интернет, у нас все постоянно перед глазами, мы все видим. И мы хотим идти вперед. Есть люди, которые могут как-то интегрировать что-то, что у нас есть сейчас, в будущее. А есть люди, которые просто, не знаю, слепо ненавидят. Нет, меня это не коснулось. Единственное, что я понимаю эти взгляды. Это не озлобленность на свое родное, это больше нежелание, чтобы тебе что-то навязывали. Особенно юные умы, они же бунтари все. Как ты стал с ними работать, как ты стал преподавать? Расскажи об этом. Преподавать? Моя преподавательская деятельность началась еще очень давно, но как-то в какой-то серьезный, как это правильно сказать, какую-то более серьезную волну, какой-то образ, систематизированность это приобрело вот последнее время. Когда-то я там давал частные уроки, там, лет 5 назад, я был совсем сам молодой, юный, и ко мне приходили люди, мы как-то занимались, и я, в принципе, сам не был уверен до конца, типа, правильно я преподаю. Да и по сей день я вот сейчас преподаю, я не всегда понимаю правильную информацию. Я ищу постоянно что-то, черпаю новые источники каких-то знаний, опыта и так далее, потому что всегда есть вот это сомнение, а вдруг я чему-то не тому учу. Но вот где-то полгода назад ребята из студии меня позвали к себе, типа, не хочешь у нас преподавать там на очень таких прям приятных условиях. И я попробовал, сначала это все как-то не шло, там ученики были, не были, приходили, уходили. Сейчас уже есть какой-то костяк, который вот прям ходят, стабильно занимаются. Очень приятно за ними следить, как они растут, как они меняются, не знаю, приобретают новые окрасы в своих голосах и тембрах, и все в этом ключе. А какого возраста ребята ходят? От 14 лет. Потому что младше, с детишками я просто методику не знаю, как до них можно донести информацию. Они же вообще не концентрируются особо. К тебе приходят люди, вот ты смотришь и понимаешь, что они не смогут, у них нет ни таланта, и как намекаешь или просто терпишь, или, может, даже прямо говоришь им? Я считаю, что любого человека можно научить петь. Любого. Вот, кроме если он только не немой. А так его можно научить петь на каком-то хотя бы уровне. Есть люди, у которых больше предрасположенность, вот, что мы называем талантом, большая такая типа расположенность, им легко дается, они быстро, им не надо, если, допустим, кому-то надо потратить 200 часов, чтобы чему-то научиться, ему надо потратить 10 часов, и он уже будет вот на том же уровне.
Но есть случаи, за которые я не могу браться, потому что я не уверен не в том, что... Я не бываю уверен в том, что они абсолютно безнадежны. Я не бываю уверен в том, что могу ли я им что-то дать. Поэтому я им просто говорю, я не знаю, как с вами работать, я ничего вам не дам, скорее всего, поэтому вы просто зря мне заплатите деньги. Так, ну, то есть деликатно объясняю, что вы не мой случай. Так бывают случаи, когда человек приходит и, да, моментами фальшивит, моментами жестко фальшивит, в ноты не попадает. Но это вопрос координации слуха и голоса, это тоже нарабатываемая вещь. А бывало наоборот, что приходит человек, ты прям видишь, что он может, но он замкнутый, стесняется, как, не знаю... Вчера у меня была девчонка, она приходила на прослушивание. Изначально она сказала, можно приду чуть-чуть выпившая? Я говорю, нет, конечно же. Она говорит, ну почему? Я говорю, потому что если ты придешь чуть-чуть выпившая, у тебя может появиться такой, знаешь, ярлычок в голове, что я пою только выпившая, не выпившая я не пою. Мне нужны трезвые ученики, мне нужно, чтобы вы, если у вас есть какие-то комплексы и страхи, вы их преодолевали тут, я вам в этом помогу. Я не даю вам какую-то критическую оценку. Я четко вижу, какие у вас есть данные, и что мы можем с этим делать. Я говорю, не буду вас сидеть и думать, вот она плохо спела, посмотрите. Ну, просто зачем она сюда пришла, ничтожество. Такого не бывает, потому что я же веду преподавательскую деятельность, то есть я должен быть хоть чуть-чуть компетентен в этом плане. И если я берусь за человека, то есть, да, я и говорю, давайте споем. Бывают случаи очень закомплексованных людей, но я всегда им говорю, вокал это, насколько это мастерство и умение, это настолько же психология. Потому что очень много даже бывает у учеников зажимов, когда вот он не может взять высокую ноту, не потому, что он не может, а потому, что он боится сорваться, кукарекнуть, как это называется, не знаю, издать смешной, дурацкий звук нелепый. И мы это преодолеваем. Бывает, когда человек поет, есть техника пения субтон, это когда поют типа, когда дают много выдоха. Это грудной звук с кучей воздуха, типа можно спеть в грудью, типа «The club is in the best place to find love is all the bodies», а можно спеть с выдохом, с воздухом «The club is in the best place to find love is all the bodies, where I go». И это уже субтон. И многие вокалисты, когда на стадии обучения за субтоном пытаются от себя самих же, ни на одной раз вообще не осознавая, скрыть какие-то шероховатости, изъяны, и они этого не понимают. И я им начинаю говорить, убирай субтон, ты это делаешь вот потому-то, 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 потому что вокал это, да и любая профессия, это сколько умения, мастерства, столько и психология. А у тебя самого были какие-то страхи когда-нибудь? Конечно, я поэтому им это и могу понять и объяснить, что вот позавчера мой ученик говорит, был, говорит, до этого где-то тоже занимался, говорит, и так доходчиво, говорит, ну, не объясняли. И я говорю, ну, я просто объясняю всегда с той позиции, что я был на вашем месте и имел склонность анализировать, почему вот я так поступал, почему я пытался там что-то за субтоном скрыть, почему я там боялся высокую ноту взять или еще что-то. И исходя из этого, они могут убедиться в том, что их понимают, их проблему, и доходчиво разъяснить, как с этим работать и что делать для того, чтобы этой проблемы больше не было. Конечно, это не бывает, такое редко бывает, что ты объясняешь, человек сходу делает. И когда они сходу не делают, кстати, они начинают тоже суетиться, я говорю, все хорошо, я не требую от тебя ничего прямо сейчас, ты сделаешь это в течение времени, пока мы занимаемся. Просто я хочу, чтобы ты знал эту информацию и имел ее всегда в виду. Сейчас мы резко, наверное, как-то сменим тему, но как тебя занесло в мир барберов? Ну, то есть ты поешь, и в моменте такой думаешь, хочу стричь. В моменте я очень начал... Вот был момент, я же говорил, когда я не был уверен вообще, а вдруг я не ту вообще профессию выбрал, вдруг я не тем занимаюсь, вдруг музыка это вообще не мое. И как-то у меня, если я когда-то шел семимильными уверенными шагами, пер вперед в музыке, то потом у меня начался вот какой-то, я стал зажатый, боялся, что у меня ничего не выйдет и так далее. И вместе с тем, как я начал бояться, у меня все пошло на спад. Выступления, там, какие-то заказы и все в этом ключе. А жить-то надо было, потому что уже настал момент, когда у тебя практически уже нет выступлений, у тебя нет там концертов, ничего такого, а надо существовать. И я не люблю пойти работать на
ту работу, которую может сделать любой. Это меня никогда не привлекало, потому что мне лучше научиться чему-то и что-то уметь, и так работать, потому что такая работа всегда ценится. Какая бы она ни была, она всегда ценится лучше и лучше оплачивается. А это был еще период, когда у нас начался тоже сейчас же барбер-бум в мире, а у нас это только год прошел с момента, как открылся первый барбершоп. И на тот момент мой друг уже работал барбером, я посмотрел уже на готовую модель, что человек работает, тем более профессия интересная. Я как человек творческий, наверное, тянусь к тому, чтобы что-то брать и делать это чем-то другим, там, украшать что-то или еще лучше. И в конечном итоге решил попробовать. Отработал в этой сфере 1,5 года. Было очень интересно, было очень прикольно. Это помогло мне в том числе с музыкой, потому что, отойдя в сторону, я всю жизнь кипел внутри музыки, постоянно находился в музыке, абсолютно каждый день, каждую ночь, каждую минуту своего времени у меня в голове надо написать, надо что-то сделать, надо позвонить, надо собрать музыкантов, еще третье, десятое. А тут ты отвлечен, ты смотришь на свою профессию абсолютно с какой-то другой планеты, живешь другой жизнью, и это было интересно, это был очень интересный опыт. И он мне помог оставаться на плаву какое-то время, познакомиться с новыми людьми, и это был очень интересный опыт в плане того, что для меня это первое время вообще был какой-то шок. Тебе приходит незнакомый человек, и ты его еще должен трогать, что-то делать, и я такой, что, а вдруг я его сейчас изрежу или еще что. В конечном итоге то, что я так волновался, наверное, мне помогло. За всю историю у меня было 1 или 2 клиента, которые прям встали и высказались недовольны, что мне не нравится. Без оскорблений, без ничего, просто они сказали, типа, что-то ты не то сделал. А так, я всегда старался максимально хорошо сделать свою работу, чтобы мне не приходилось выслушивать, а то меня еще и забьют, это зачем? Были такие ситуации, может, какие-то там фанаты приходили специально к тебе постричься, просили, может быть, автограф на затылке выбрить? Нет, бывали люди, которые просто узнали. Бывали матери, которые приводили своих сыновей и говорили, сынок, посмотри, это же какой артист тебя стрижет? И я такой, да! Это бывало прикольно. Бывало такое, что кто-то у тебя пострижется, потом мне пишет тебе в директ, ты еще и классный певец, я знал, просто я постеснялся сказать, такой, окей. А так, чтобы пришли какие-то... Да у меня и нет, мне кажется, сумасшедших фанатов. Что ты еще про барберов можешь рассказать? Про барберов? Не знаю, ситуация какая-нибудь такая, которая запомнилась, что смешное. Тебя просили петь, пока ты их стрижешь? Нет, я просто любил петь сам по себе, когда я мог стричь и напевать что-то. Недавно, когда я уже закончил работу в барбершопе, мне оказалось, что один мой клиент, друг моей подруги. И он через нее пытался, типа, он меня не пострижет, только он мог так классно стричь. И он даже мне аудио пересылали, где он говорит, да блин, так круто. Он говорит, и стриг меня круто, и еще песню бы напевал. Да и человек, он говорит, как человек хороший, нормальный. Я такой, так мило, но нет, я тебя не постригу. Но с этим уже все, да, окончательно? Как сказать, я не знаю, я никогда не загадываю. Профессия прикольная, мне очень нравится. Мне единственное, не всегда нравилось то, что у нас был очень жесткий поток людей, и ты, в смысле, иногда бывали дни, когда ты не продохнешь, в смысле, подряд работаешь, это именно выматывало. И было ограниченное время на стрижку. А так, если бы у нас было там время побольше и так далее, чтобы можно было с комфортом и спокойствием это все делать, тогда бы мне нравилось еще больше. В целом профессия классная. Я очень благодарен этому опыту. Это меня многому научило. Очень много. И общению с незнакомыми людьми. Потому что, когда ты музыкант, в любом случае, ты выходишь на сцену, у вас какая-то дистанция с людьми. А ты постоянно общаешься с новыми людьми. И каждый день тебе приходит несколько незнакомых человек, помимо твоих постоянных клиентов. А поначалу постоянных клиентов нет. Все незнакомые. И ты постоянно нервничаешь, боишься. Вдруг я что-то не так сделаю, а вдруг что-то не то скажу, а вдруг это, а вдруг то. В общем, в концове уже даже абсолютно незнакомый человек приходит, ты спокойно общаешься, работаешь, делаешь свое дело, и это очень полезный опыт. Была когда-нибудь разница между тем, петь на концерте или петь на той же свадьбе? Или просто для людей? Не, восприятие этого, конечно, разное.
потому что концерт, когда это особенно твой сольный концерт, ты чувствуешь себя, как будто ты позвал людей к себе в гости на свой праздник, типа вот. А когда, ну, не свысока, конечно, типа вот, приходите, давайте, мы вас развлечем на нашем празднике. А когда у тебя свадьба или корпоратив, ты в любом случае понимаешь, что это как бы чужое мероприятие, и там бывают какие-то рамки, какие-то правила, и все в этом ключе. Но, тем не менее, это не мешает чувствовать себя комфортно и стараться выполнить свою работу на все 100. Потому что там тоже бывает весело. А там еще народ пьяненький, все такие, все врываются, танцуют. Какое выступление у тебя было самое такое масштабное, что прям очень много зрителей? Самое масштабное выступление было во Владикавказе на Холли Фесте. Это был первый Холли Фест. Тогда еще помню, для города это было неоднозначное мероприятие, потому что первый раз проводилось. И они звали музыкантов, и музыканты почастую отказывались, большая часть. И они прям написали, вот все отказываются, мы зовем, никто не хочет. А я знал, что такое Холли Фест. Я когда-то учился в Москве, там он проходил, как бы я понимал, что это очень клевое, веселое действие. И говорю ребятам с группы, я говорю, ребят, вот такой фестиваль, мы не можем пропустить, мы обязаны там выступить. Тем более там наша целевая аудитория, скорее всего, будет, то есть там подростки и все это. Мы тогда мы играли каверы, но мы писали свой альбом, свою музыку и выпускали материал. Я говорю, мы должны обязательно там появиться. И, блин, никто из нас не пожалел, мы еще потом дня 3 просто ходили, витали, такие прям, Было масштабное выступление на Машуке, там тоже очень много народа на закрытии было. И, ну что еще? Такие самые яркие, запомнившиеся, это были вот эти 2 мероприятия. Но самые яркие это все-таки Холли, это был класс. Кстати, они меня зовут, вот на днях снова пройдет, они меня зовут, я пока еще думаю, я же тогда был энтузиаст, а сегодня я меркантильная тварь. Расскажи про главную сцену. Просто сразу после главной сцены ты говорил, насколько это для тебя было важно, а что для тебя сейчас? На главной сцене поучаствовать было прикольно. И сейчас расскажу по порядку. Мы поехали, мы выступили, мы не прошли. Как первый этап мы прошли, который по телеку не показывают, а второй уже не прошли. Я не знаю. Если сравнивать главную сцену с теми же рядовыми выступлениями, то опыта я получил там значительно меньше, чем ожидалось. Конечно, мы по большому счету, любой музыкант, любой проект едет на подобные мероприятия, телешоу, в первую очередь, даже если не победить, то прорекламировать себя, свой материал, свою музыку и все в этом ключе. Какого-то такого бешеного резонанса, даже нет, это неправильно, вообще никакого вот такого резонанса мы не получили, вплоть до того, что там все очень сжато, то есть там они говорили, они нас не пропустили дальше с теми словами, что мы видоизменили мелодию в песне группы «Браво». При том, что в условиях было сказано, что мы ищем людей, у которых нестандартный подход, которые могут что-то менять и так далее и тому подобное. А творчество, оно предполагает, что ты видоизменяешь и мелодию, и все на свете, и можешь... То есть песня в любом случае осталась узнаваемая. Каждый, кто послушает эту песню, я могу за это поручиться, узнает ее. И именно это меня единственное, что не понравилось. В целом это было прикольно. Прикольно, мы первый раз были на телевидении федеральном, это было интересно, федеральное телевидение, здесь так много камер, людей, все такие важные, и все конкурсанты стоят, поют. Единственное, что мне понравилось, это когда-то я еще ездил, это еще до группы, до всего, на проект «Фактор А», и я просто чуть не умер в очереди, и на этом все закончилось, и просто регистрация закончилась. А здесь уже все более, они группами, то есть звали определенные группы людей, количество на определенное время, это все как бы быстро проходило, то есть мы там по 6, по 8, по 12 часов в очередях не стояли, чтобы пройти на эти предварительные прослушивания. И это классно, то есть организация всего была значительно лучше. Сказать, что я получил какой-то бешеный именно музыкальный опыт, не могу. Потому что в первую очередь это телешоу. Это даже не... я по сей день всем говорю, если вы идете на телешоу, это телешоу. Если вы идете на конкурс, где определяют лучшего,
это тогда вам не на телешоу нужно, потому что телешоу, это в первую очередь картинка, и им нужны определенные образы, определенные люди с определенным стилем и прочим таким. То есть они набирают антураж, чтобы зрителю было интересно смотреть. А что происходило после? Именно с группой? С группой ничего, мы играли, выступали, все вот, вернулись в свою обыденную жизнь. Потом где-то спустя полгода у нас шел барабанщик, потом мы еще полгода просуществовали, потом как-то у нас ничего не двигалось, и всем хотелось перемен. В то же время я более чем уверен, что не меня одного сковывал страх, что что же будет дальше, если ничего не произойдет. Но я принял это решение, типа, оно было довольно болезненное, типа, что мы как одна семья были. Я говорю, ребята, хочу что-то попробовать другое и так далее. То есть там не было скандала, не было ругания, никто никого не обидел. Все разошлись абсолютно на дружеской волне, по сей день дружим, видимся, общаемся, и все очень даже приятно. Но в плане творчества и развития ты не жалел? В плане творчества, я так скажу, творчество у меня после этого приостановилось очень. И я даже впал в какую-то депрессию после этого, затянутую. Больше, наверное, 2 года я был вот в очень таком подавленном состоянии. Я потом поехал в Москву, что-то у меня там ничего не получилось. Принял эту неудачу прям максимально на личный счет. Это меня еще больше добило как-то, что-то почему-то. В итоге я на 2 года просто, когда я рассказывал, что у меня как-то все сошло на нет, я просто все сошло на нет, на фоне того, что я очень был не в себе. Вот. Но потом я взял новую профессию, потом поработал, переосмыслил все, и сейчас у меня в музыке опять очень-очень сильный подъем начинается. И это круто. Расскажи о том, чем занимаешься сейчас, про свою новую группу. Ну, это пока что не так давно происходит. Это 2 месяца мы с этими ребятами. У меня теперь график такой. 2 дня я преподаю вокал, 4 дня у меня уходит на разъезды. То есть 1 день я уезжаю, у нас 2-3 дня выступления, потом я возвращаюсь, короче. Ну, что сказать. Это, конечно, сложно жить в таком ритме, потому что помимо этого еще как бы есть просто жизнь, какие-то там обычные обязательства мои, такие же, как у всех людей, типа, не знаю, там, пойти заплатить за газ или с семьей повидаться, и все в этом ключе. Сложно, но это очень классно, мне это нравится. Я, в принципе, люблю, когда жизнь принимает такой оборот, когда ты мало успеваешь думать о том, что что-то не так, и просто работаешь. Сейчас у нас с этой группой очень много ожидается этим летом разъездов, прям по всему югу, там Сочи, Владикавказ даже, кстати, вы сможете прийти. Сочи, Владикавказ, Нальчик, ну вот, короче, все города Кавказа и ближайшего вот Закавказья, если так можно сказать. Ты остаешься здесь только из-за преподавательской деятельности? Или... Да, я очень дорожу этим, потому что у меня чудесные ученики. Не скрою, на некоторых из них я возлагаю очень большие надежды, и потому что есть среди них те люди, с которыми я бы хотел ближе к своему тридцатнику начать сотрудничать на других условиях. То есть там я хочу кого-то уже взять, и, возможно, это пока так, в голове витает идейка, кому-то писать песни, продвигать. Только не быть вот мерзким продюсером, который вот в смысле, ты будешь делать все, как я скажу, потому что ты моя вещь. Нет, просто мне было бы интересно посадить это зерно и посмотреть, что из этого получится. Как вообще родилась твоя первая группа? Она родилась без меня и долго без меня существовала. Меня в нее пригласили. Ага. Как и в этом. Меня всегда приглашают на готово. У меня жизнь просто... Кто-то старается, а я прихожу. Во сколько лет ты в группу вошел? В Иллинойс? Да. В 22 года приблизительно, плюс-минус.
Группу вообще создали они задолго до этого, года за 3, наверное, или за 2. У них сменилась, у них девочка была вокалистка, потом еще парень был вокалист. Состав кучу раз менялся, короче. Вот тот состав, в котором мы были, это вот уже когда вот парень ушел из группы передо мной, и они спустя какое-то время наткнулись на меня. Ну, я вот с барабанщиком Артемом мы учились в колледже вместе искусств. И он мне написал, типа, хочешь? И я такой, типа, а я до того момента вообще никогда себя не представлял. Я в группе, ну что, я же звезда, я же артист. Потом думаю, а что бы нет, это интересно. В итоге все переросло в то, что теперь без живого звука очень мерзко и неприятно петь. Живой звук — это все-таки всегда живье, оно живье, на то оно и живое. Живое всегда приятнее, чем записанная мертвая минусовка. А то есть, ты пришел уже в готовую группу, это не загонялся в какие-то рамки, может быть? Ты мог сам себя реализовать, продолжать свое что-то делать? Я изначально так и обозначил, что говорю, я говорю, я сам пишу песни, я хочу, чтобы мы их делали. И они сказали, как бы, да. Но тут же, когда стал вопрос дегорских песен, они не захотели. Я говорю, тогда я говорю, ничем не обязуюсь перед вами на этот счет и делаю то, что группе не нравится, и я сохраняю за собой право самостоятельно реализовывать где-то на стороне. Он говорит, да, без проблем. Но мы же не были повязаны контрактами и чем-то таким. То есть это все было чисто на честном слове. Вот, поэтому на этот счет меня абсолютно никогда ни в чем не сдерживали. Более даже того скажу, они мне даже помогали иной раз какую-то мою дюгорскую песню. Вот тот же Федок, у меня есть видео лайв, там бас-гитарист, он еще параллельно у нас видеограф, он снял, Вазген там сыграл, это все как-то мне собрал, короче. Я у него записал Федок, саму аудио, то есть он мне помог и бит подрихтовать, я начал его, он его доделал, дописали на это все вокал. Так что не то, что не запрещали, даже иногда могли оказать содействие. Теперь самый типичный вопрос, который многих волнует. Ты одинок? Да. Я знаю, что очень многие люди, которые принадлежат искусству, они отдают всего себя искусству. Ты видишь себя, допустим, лет через 10, там, примерным семьянином, или ты уже женат на музыке? Я не загадываю. То есть у меня часто спрашивают, типа, когда ты женишься, этот вопрос меня не беспокоит. Типа, женюсь и женюсь, не женюсь и не женюсь. То есть это не стоит у меня на переднем плане. А как ты думаешь, ты смог бы делить работу, искусство и семейную жизнь? Конечно, если человек хочет, он может на все найти время. И на то, чтобы у него были дети и так далее. Конечно, семья, если уже артист какой-то прям вот какой-то супер масштаба, что у тебя каждый день гастроли, каждый день там ты где-то в турне и так далее, конечно, семье достается меньше твоего внимания и все в этом ключе. И как я полагаю. В то же время я пока не загадываю на этот счет. Я не знаю. Как будет, так и будет. Расскажи о творчестве именно, знаешь, вот ты пишешь песни, ты что-то свое вкладываешь. Никогда не было какой-то жадности, всегда было желание делиться этим? Я чаще всего стараюсь писать о том, что меня беспокоит прямо сейчас. О каких-то настоящих переживаниях, которые в настоящем времени, допустим, грубо говоря, я влюбился, у меня прям крышу сносит. И иной раз, когда даже ты бываешь там отвергнут или еще что-то, хочется, чтобы эти эмоции нашли выход. И тогда у меня есть листик и ручка, у меня есть программа Logic, клавиатура, и я просто сижу и выплескиваю это все в таком ключе. Легчает после этого. Или просто могу проораться. Прям, попей. Но не бывает жадности. Я в любом случае не всегда говорю все прямым текстом в своих песнях. Иногда я могу что-то и завуалировать. И то есть если человек не хочет углубляться и понять, он, скорее всего, и не углубится, и не поймет. Хотя у меня был в моменте период, когда я писал очень топорные текста, когда типа «Хочешь быть счастливым, умывайся утром, бегай, обнимай свою семью, будешь счастливым». Это я грубо, пример, но примерно такого склада. В последнее время я решил от этого как-то отойти, потому что это скучно, это очень скучно. Я просто как-то со стороны послушал это и думаю, о боже, это же неинтересно. Всегда хочется разгадывать, что человек хотел сказать в своем творчестве. Бывает такое, что я запишу, и вот оно отложится на какое-то время, потом я напишу, потом я переслушиваю и понимаю, что это вообще нельзя выпускать, это оскорбительно вообще, потому что это все ужасно.
Самокритично. Ну, правда, бывают песни, которые артист, автор, он в какой-то степени должен понимать, что кроме взрослой аудитории, тебя еще слушают, ну, и дети, не окрепшие умом, и все в этом ключе. Не хочется, чтобы вот какой-то скороспелый плод твоего больного сознания заразил кого-то вот этими же ненужными мыслями и раз и так далее и тому подобное. Бывают песни, которыми и мне не приходится ими стыдиться, и типа я понимаю, что это, ну, не причинит никому никакого ментального там вреда, как бы это все не звучало странно или глупо, но не знаю. И я чувствую иной раз за собой ответственность за то, что какую мысль я вкладываю в свою песню, потому что ты должен, как мне Заур Парсиев не раз говорил, ты должен уважать своего слушателя, ты должен его уважать, потому что он тебя слушает. Но скажу одно, я сейчас работаю в тандеме с одним очень крутым чуваком, он пишет очень крутое битло, настолько крутое, что когда он мне скинул буквально вчера один бит, аранжировку, я написал на эту песню за 15 минут максимально такого позитивного вайба, что я ему скидывал, он говорит, это уже готовая песня, все, можем ее доделывать и выпускать. И просто перечитывая текст, я понимаю, что это очень неплохо, не о том, как я лаконично пишу, а именно мысль, которую я пытаюсь донести, я бы хотел донести ее до каждого. И не пожалел бы ни разу, даже спустя 40 лет. Чем ты, ну, помимо преподавания и вот разъездов своих занимаешься? Есть какие-то вот, не знаю, планы? Нет, именно в плане музыки. Что ты еще готовишь? Вот я сейчас готовлюсь этим летом выпустить пока синглы, синглы, то есть потреково. Там 1 трек в месяц или там 2 трека в месяц. В течение лета какое-то количество песен я по-любому выпущу, и потом объединю это в один extended play, как говорят, EP-альбом. И это пока первостепенная цель, которая вот стоит перед носом. А про хобби что расскажешь? Про хобби? Я вижу, что умеешь шить, все такое. Нет, шить я не умею, это очень нелепо пришито. Да, у меня здесь было пятно, и я хотел надеть эту куртку и пришил сюда вот эту штуку. Нормально. Чтобы исправить пятно на одежде, вам понадобятся старые джинсовые шорты, 1 иголка и нитка. Любого цвета, потому что всем плевать. Вы продеваете иголку в нитку, потом прикладываете это сюда, очень небрежно пришиваете, и люди думают, что ты ее такой купил, потому что сейчас вся одежда такая, как будто непонятно шито. Поэтому спасибо современному миру за его неряшливость. Хобби. Хобби. Я люблю рисовать. Прям серьезно или так? Ну, нет, я не серьезно, я никогда не возводил этого, что типа серьезно, я должен быть художником, хотя моментами у меня прокрадывались такие мысли, но нет, я просто для меня это способ помедитировать. Я люблю взять листик и заполнить его кучей мелких деталей. Пока я их все прорисовываю, вот у меня прям, как будто, знаешь, подкорка разгружается, вот, потому что я полностью ухожу куда-то в дебри, то есть мысли свободно идет поток, а я тем временем что-то там вырисовываю, заполняю лист, потом показываю людям, и они, вау, как прикольно, это ты сам нарисовал? Я такой, это же бред. Они такие, нет, это классно. Я такой, это классно? Они такие, да, смотрите, я художник. А ты сам рисовал какие-нибудь эскизы для татуировок своих? Почти все мои эскизы. Почти все. А расскажи, как ты вообще первую решился набить, что для тебя она значила? Мои татуировки не значат ничего. Я их сначала рисовал, потом придумывал для них смысл, потому что до меня вот просто, как татуировка без смысла? Да, я просто захотел этот рисунок иметь на своем теле. Не, возможно, они что-то чуть-чуть и значат, какую-то мысль я в них вложил, но не хочу о них говорить, потому что... В основном просто, чтобы украсить тело, так? Да, потому что что тут лукавить, я смотрел на крутых музыкантов, и они такие, у них татуировки, я тоже хочу. Нет, зачем классно делать свою работу, классно петь, писать крутые песни, если можно набить тату и выглядеть как... А твоя мама никогда не была против? Я очень боялся, что она, расстроится, а она такая... То есть, подожди, ты сначала набил, а потом пошел? Да, я набил вот эту здоровенную татуировку, и мама приехала ко мне в гости тогда в город, и я такой, смотри, она же по-любому когда-то увидела. И она такая, она как-то одиноко смотрится, может, еще что-то рядом тогда набьешь. И я такой, окей.
и все. После этого я еще набил еще одну. А потом, когда я приезжал в село, я надевал длинный рукав. Но я делал это для того, чтобы, ну, как бы, все-таки сельские люди, они более такие, типа, о, нельзя так. Почему ты носишь длинный рукав, типа, постоянно? Я говорю, ну, я не хочу, чтобы соседи потом там, или еще кто-то тебе говорил, а вот твой сын, это твой сын, то. Она такая, да нет, вообще, говорит, типа, не парься, носи. Либо, говорит, не набивай их тогда, говорит, зачем? Я такой, ну, окей, все. И, то есть, у нее на это довольно такие свободные взгляды. А мама во всем тебя поддерживала всегда? Было что-то такое, что она не одобряла, может, что ты против шел? Нет, ты знаешь, она меня чаще всего поддерживала. Ну, то есть, если сейчас оборачиваться назад и вещи, от которых она меня пыталась отговорить, и у нее в любом случае не получалось, я их делал, потом понимал, что она была права, а вещи, в которых она меня поддержала, в принципе, она опять-таки оказалась тогда права. У нее тоже хватает своих тараканов. Но у всех у нас свои тараканы. Я в первую очередь я в людях люблю в первую очередь их тараканы, потому что их тараканы делают их великолепными и чудесными и отличными друг от друга. Когда находятся люди, которые вот вообще не под эти стандарты не подходят, ты прям и они раздражающие, да, они не похожи, они некомфортные люди, но это их делает самыми ценными людьми в моей жизни. А бесил ли ты кого-нибудь? Раскрой про свои тараканы. Каждый день. Я прихожу на студию, такой, пацаны, здорово, нормально. И они, блядь, опять он пришел. И потом я прихожу на работу, и они, не знаю, начинают запаривать, орать на них, веселиться, еще что-то. А они как бы не готовы, что вот сейчас опять придет СОС, начнет опять что-то подписывать, мозги им взрывать. Некоторые уже просто сидят такие, типа, не реагируют. И я такой понимаю, все, ты бесполезен для меня. Ты! Просто я люблю людей, создавать людям дискомфорт. Дискомфорт, не негатив. Если я понимаю, что человеку уже от этого там настроение портится, дискомфорт, от которого им в какой-то степени даже весело. То есть я понимаю, когда он даже выражает какое-то недовольство, но оно, знаете, такое кокетливое недовольство, типа, как ты бесишь. Ты меня утомил. И ты такой, я тебя еще больше утомлю. А так, если я понимаю, что человеку реально там раздражали, он работает или еще что-то, я спокойно оставляю его в покое, и все в этом ключе. Люблю ходить по улицам и иной раз делать так, чтобы человеку было стыдно со мной идти. Пускай. Вот если я дружу с человеком, что бы он ни вымутил, мне никогда не будет стыдно с ним идти, потому что я выбрал там эту девушку или парня себе в друзья, и мы с ним идем, и зачем я должен стыдиться? Тебе не по кайфу, можешь идти дружить с теми, с кем тебе всегда будет по кайфу. Посмотрим, как ты вернешься, тебе будет скучно. Вот с ними, со мной нет. Ну, то есть сейчас у тебя вообще никаких таких проблем нет, да? Просто с обществом. Нет, у меня не бывает подобных проблем. И, тем не менее, люблю своих друзей, заставлять чувствовать себя неловко, потому что мне бывает смешно. Кем ты видишь себя? Лет через 15-20. Через 15-20 лет я хочу не иметь ничего где-нибудь на берегу. Хочу жить на берегу. Это все, что я знаю, чтобы было тепло. Делать музыку. Я не знаю, у меня нету погони за каким-то, скажу так, слава и богатство для меня не успех. Это прикольный бонус, который может принести твоя профессия и твоя деятельность. Для меня самое большое, чего я хочу, это просто жить нормально, заниматься каждый день своей любимой работой, чтобы видеть вокруг себя своих любимых людей и просто хорошо проводить с ними время, плодотворно, и все. Это уже достаточно. А то, что сверх этого, конечно, есть долгосрочные планы, но пока не на 15 лет. Есть планы на ближайшие 2 года. То есть дальше я пока не заглядываю. Знаю, что где-нибудь в конце хочу жить где-нибудь, где тепло. А на 2 года что именно, расскажешь? Нет. Не секрет, просто сделаю, узнаете. Не сделаю, мне не будет стыдно, что я рассказал и не сделал. Спасибо большое. Спасибо вам.